Добрый вечер, дорогие телезрители. И в эфире информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И в студии Михаил Кукуюк и Константин Попудренко. И вначале коротко о главном. Так называемый вице-премьер Крыма Руслан Бальбек заявил, что собирается баллотироваться в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Я, как представитель крымско-татарского народа, горд, что могу оказаться первым крымским татарином в высшем законодательном органе Российской Федерации. А вообще, друзья, что мы знаем о Руслане? На ум приходит кто-то храбрый, к примеру, взять Александра Сергеевича Пушкина, Руслана и Людмила. Вы только посмотрите на Руслана. А самый крупный в мире украинский серийный грузовой самолет «Руслан». Чувствуется мощь, сила. Ну и наш Руслан. Руслан Бальбек. Вот какой крупный политический деятель хочет стать депутатом. Но самое главное, Гоблину Валерьевичу Аксенову идея понравилась. Он-то знает, какой Бальбек ласковый и ручной. Он так усердно перед ним кланяется, что однажды чуть не сделал сальто. Вовремя поймали, а то бы укатился под стол. То, что Россия сошла с ума, уже не просто видно, а заметно на ощупь. В библиотеке Красноярска представили объемный портрет Владимира Путина. Рельефный портрет выполнен в анфас из полимерных материалов и детально повторяет черты лица государства. Что самое интересное, изображение в 3D-формате адаптировали специально для незрячих и слабовидящих россиян. Лимит потребления электроэнергии для Севастополя будет уменьшен. Как сообщает пресс-служба городского правительства, это связано с продолжением работ на электросетях в Крыму. А ведь именно город-герой Севастополь первым проявил инициативу присоединения к Российской Федерации. Говорят, в Крыму отключают свет. Не знаю, у нас в Севастополе бетономешалка крутится. Вот, например, объектик. Вот пацаны полы заливают. Вот. Бетономешалка крутится, рабочий процесс идет. Кстати, именно по этой причине многие севастопольцы начали есть перед сном. Представьте, как только люди заснут, выключат электричество, холодильник разморозится, и так России запахнет, что побежишь, куда глаза глядят. Вот спросите хотя бы у нашего народного мэра Чалова. Кстати, где он? Крымчане просят правительство республики разрешить продажу и употребление марихуаны. Соответствующая петиция на имя президента РФ Владимира Путина и главы Крыма Сергея Аксенова опубликована на сайте для онлайн-петиций. Ну, Гоблин Валерьевич-то не против, судя по постоянным видениям Керченского моста. А вот что скажет Владимир Владимирович? Так вот, автор петиции считает, что этот наркотик имеет ряд положительных моментов, среди которых меньше вред, чем от алкоголя и табака, а также увеличение налоговых поступлений. Также, по мнению автора, разрешение на торговлю и употребление марихуаны обеспечит приток туристов в Крым. Ну, то есть Крым превратится в такую местного разлива Голландию, только для туристов победнее, с рублями. В Голландию, ты хотел сказать. Ну, а что, хорошо звучит. Петрович, а не дунуть ли нам в Голландию? Ну, в таком случае и марихуану надо переименовать, чтобы было как-то по-русски патриотично. Например, в Марью Ивановну. Так называемую руководителя прокуратуры оккупированного Крыма Наталью Поклонскую уличили во вранье в прямом эфире одного из местных телеканалов. В программе с участием Поклонской были предусмотрены звонки зрителей, и одна из тех, кто смог дозвониться, сказала: эти крики, конечно, им бесплатно молоко на Майдане раздавали, чтобы выводить вредные вещества. Вот такая произошла смена власти. Вот такие люди пришли сейчас. Да, слушаем. Алло, говорите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Я хочу сказать вашей гости, чтобы она глазками не водила туда-сюда, а то она врет слишком много. Как психолог настоящий. На этих словах зрителя отключили от эфира.
Но, будем надеяться, не нашли. Прокуратура Евпатории подала иск в городской суд с просьбой заблокировать 4 сайта с рекомендациями, как правильно брать и давать взятки, чтобы избежать ответственности. В материале рассказывалось о принципах предложения и передачи откатов типа откатополучателя, а также соответствующих речевых оборотах, которые следует применять каждому из данных типов. То есть не хотите делиться своими секретами? А вообще не брать взятки теперь в Крыму стало очень легко. Особенно, когда их уже не дают, потому что нечем. Ну, шутки шутками, но известно же, что единственное место в России, где деньги могут пройти сразу несколько посредников без откатов, это маршрутка. Кстати, про крымские деньги, которые выпустил Банк России. Тут, как говорится, не дать, не взять. В интернете появилось видео, на котором показано, как в России отказывается принимать выпущенную российским же Центробанком купюру номиналом в 100 рублей, где изображены оккупированный Крым и Севастополь. Люди на видео отказываются брать 100-рублевку с Крымом, утверждая, что такие деньги у них не ходят. Да давайте носки, что? Нет, она что-нибудь, она что-нибудь. Что, я пошел, я беру? Нет, Да что, нормальный день? нет. Ну, Надь. Так Крым же наш. Ну, нет, мы такие, я такие не знаю. Наш, он не наш. Разница в чем они дают? Берите деньги. Не надо денег никаких. Почему? Что, бесплатно можно взять? Почему бесплатно? Ну, я вам даю 100 Мне рублей. не нужны такие деньги. Я их не видел, я и не беру. Нет. Ну, это Крым наш. Меня не интересует. Как не Да интересует? вот так. Ну, у нас такие не ходят тут. Как это не ходит? Нет, Нет? нет. Можно посмотреть? Какая-то афера. Вы правы, это все действительно какая-то афера. А на сегодня это все новости. И с вами была информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И с вами в студии были Константин Попудренко И Михаил Кукуюк. И напоследок хотелось бы пожелать всем крымчанам... На татарском это звучит «сабур», «сабыр», «сабыр», «сабыр». На русском терпение, на украинском терпение. И все будет добре. И, судя по новостям, российская власть в Крыму должна умереть от смеха. От смеха крымчан над этой, прости господи, властью. До побачення.